Меня лишили всех прав. То есть я пишу ходатайство, да, в суд, а они теряются. Ну как вообще могут моя корреспонденция теряться? На скамье подсудимых, уже приговоренных к пожизненному заключению, 52-летний Ринат Фархудинов. Мужчина по прозвищу Ринтик находится в местах лишения свободы около 20 лет. Он был главой киллеров группировки Хади Такташ и в 2002 был осужден за убийство, бандитизм, незаконный оборот оружия и наркотиков. С тех пор, уверяет, пытается оспорить приговор, но при этом 2 года назад, находясь в колонии особого режима «Черный дельфин», он оформил явку с повинной. Речь идет о преступлении, совершенном еще в прошлом веке. 4 февраля 1999 года подсудимые совместно со своим подельником прибыли к зданию УНИКСа и стали поджидать потерпевшего. Когда мужчина вышел из спорткомплекса и сел на переднее пассажирское сиденье автомобиля, подельник Фархудинова произвел в него не менее 6 выстрелов. После этого злоумышленники скрылись, а директору спорткомплекса была оказана необходимая квалифицированная помощь. Как полагало следствие, убийство директора спорткомплекса заказал неустановленный участник группировки Тукаевские. Причина банальна. Директор не хотел делиться с ним прибылью. Исполнитель преступления, по данным следствия, уже давно скончался, поэтому в деле только один обвиняемый – Ринат Фархудинов. Суд квалифицировал его действия как пособничество в покушении на убийство. Фархудинов в ходе судебного следствия изменил свою позицию и признал свою вину частично в указанном преступлении. Однако совокупность собранных по уголовному делу доказательств достоверно позволяет сделать вывод о причастности и виновности его в указанном преступлении. При этом суд обоснованно не применял положение статьи 78 Уголовного кодекса в части прекращения уголовного дела за истечением сроков давности. Наша позиция была то, что Ринат Накипович оказывал только содействие исполнителю преступления, то есть покушение на потерпевшего. И также наша позиция была в том, что явку с повинной он дал под давлением. В принятии государственное обвинение просил суд дать фигуранту дела 10 лет лишения свободы за это преступление, тогда как сторона защиты просила применить срок давности и освободить подсудимого от наказания. Суд признал Рината Фархудинова виновным и приговорил его к 8 годам и 6 месяцев лишения свободы. Впрочем, образ его жизни не изменится. Он продолжит отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Сам он намерен изменить положение дел и обжаловать оба приговора. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112.